Реализация госпрограмм и инвестпроектов. Подробности совещания Михаила Бабича и Махмуд-Али Калиматова в начале выпуска. Которые преимущественно расположатся в зданиях общеобразовательных учреждений городов и районов республики. Прозрачность голосования, их ответственность, поправки Конституции и готовность наблюдателей обсудили на заседании Общественной палаты. Может быть, наша кровь спасет чью-то жизнь. Мы очень на это надеемся. Поделись кровью, спаси жизнь. Доброе дело, доступное каждому. Врачи призывают не оставаться равнодушными. Сколько доноров откликнулось на призыв? Были разбиты окна. Вся эта вода дождевая просачивалась через закрытые окна и вентиляцию. В регионе устраняют последствия непогоды. Какой ущерб нанесен Гамурзиевской 13-й школе и в какие сроки восстановят здание? Сегодня мы будем печь торт. Не один, а целых два. Праздник патриотов. Завтра День России. В Ингушетии уже начали праздновать, но только в режиме онлайн. В моде публикации под хэштегом «Испеки пирог, скажи спасибо». Новости 24. Здравствуйте. Первый заместитель министра экономического развития России Михаил Бабич и глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов провели совещание в режиме видеоконференции. Обсудили реализацию госпрограмм и инвестиционных проектов в текущем году на территории региона. В фокусе нашего внимания реализация подпрограмм социально-экономического развития в субъектах СКФО. Проекты, которые реализуются в рамках госпрограммы региональной корпорации развития, а также за счет средств корпорации развития Северного Кавказа, пояснил Михаил Бабич. В ходе обсуждения Калиматов выделил в качестве приоритетных для региона направлений туризм и сельское хозяйство, ввиду того, что их развитие способно существенно повлиять на ситуацию на рынке труда в субъекте. На эти области мы сейчас особо рассчитываем, добавил глава республики. Михаил Бабич подчеркнул, что федеральное ведомство намерено оперативно включиться в решение проблемных вопросов региона, несмотря на трудности, связанные с периодом перехода полномочий от упраздненного как отдельной структуры Минкавказа к Минэкономразвития, а также из-за пандемии коронавирусной инфекции. Прошедшее совещание стало одним из этапов работы Министерства по анализу системных проблем социально-экономического развития СКФО. Подобные мероприятия пройдут в каждом субъекте макрорегиона, а в заключении состоится заседание, по итогам которого будет сформирован план дальнейших действий для обеспечения успешной реализации всех текущих инвестпроектов, а также подпрограмм социально-экономического развития округа. 9 территориальных и 137 участковых избирательных комиссий будут открыты для ингушских избирателей в период проведения голосования по поправкам в Конституцию. Контроль за голосованием поручен Общественной палате и волонтерам. Готовность наблюдателей к работе на участках, формирование мобильной группы и другие детали предстоящего голосования обсудились сегодня в Магасе на заседании Общественной палаты Ингушетии. Репортаж Зелимхана Калоева. Мы, допустим, период, когда мы пробуем весь процесс, в 2018 году выборы президента России и муниципальные выборы в республике 2019 года, в принципе, получилось так, что мы отработали, ну, скажем, как есть, во всяком период 2018 года на отлично. А вот отличную оценку общественным наблюдателям дала глава ЦИК Элла Памфилова и выделила Ингушетию вместе с 4 субъектами по всей стране. Сейчас главная задача, которая стоит перед Общественной палатой, не сбавлять темп и провести голосование по поправкам в Конституцию на высшем уровне. В этом году, как и обычно, будут работать выездные бригады с переносными урнами для голосования. По требованию Роспотребнадзора каждый выезд больному – это новая форма для лиц, перемещающих эти урны, получается, соответственно, для волонтеров и работников, представителей избирательной комиссии. Это дезинфекция автомобиля, дезинфекция урны и так далее. Это очень крайне громоздкий, сложный процесс. Поэтому глава сказал, чтобы, допустим, приехали сегодня к одному, допустим, маломобильному выезду, допустим, инвалид, не больному, не заразному, не больному вирусом, а обычному маломобильному гражданину, допустим, престарелому. Следующий этап, допустим, уже больной, чтобы этого не было. Если выезжают, то к больному есть, понимаете? Общероссийское голосование будет проходить в течение 7 дней, с 25 июня по 1 июля, чтобы избежать большого столпотворения. Ведь по правилам голосовать на участках смогут только от 8 до 12 человек в час. А 1 июля голосование пройдет в привычном для избирателей формате с 8 утра и до 8 вечера.
Голосование в Ингушетии пройдет на 137 избирательных участках, которые преимущественно расположатся в зданиях общеобразовательных учреждений городов и районов республики. На каждом из них предусмотрят отдельные входы и выходы, развернут санитарные комнаты с умывальниками, отдельные помещения для бригады дежурных медицинских работников. Последний день голосования будет нерабочим. Общественная палата Ингушетии уже заключила соглашение с 6 общественными организациями и с несколькими политическими партиями. Мы готовы, сколько они нам скажут, столько и предоставить людей для того, чтобы наши работники и волонтеры были на участках и смотрели на, как проводятся выборы, насколько есть нарушения и где-то делать замечания. Всего в Ингушетии 9 территориальных избирательных комиссий, поэтому на встрече формируют столько же руководителей по каждому участку. Они будут мониторить соблюдение избирательного права граждан по своим закрепленным районам. Оперативный штаб будет создан ближе к голосованию. Мы постараемся набрать значительное количество общественных наблюдателей, провести хотя бы дистанционное обучение с ними. Но в своей работе вот в этом году, в связи с пандемией, у нас полноценных таких занятий не получилось им провести, обучающий семинар так называемый. Но мы старались заключать соглашения с теми общественными организациями, с которыми мы уже имели опыт общения. То есть взаимодействие имеется в виду. Это и выборы президента России 2018 года, это муниципальные выборы 2019 года, где есть уже устоявшийся опыт работы в статусе общественного наблюдателя. Словом, ситуация с коронавирусом улучшается, и скоро вся страна сможет принять участие в голосовании. На участках предусмотрят одноразовые ручки, дезинфекция, масочный режим. Все это, чтобы защитить каждого из нас. Дети и семья в целом во главе угла. Впервые в основном законе дети объявляются приоритетом государственной политики. Это не может не радовать, говорит председатель регионального отделения «Матери России» Лейла Амирханова. Социальные, статья 75, поправка. Там поддержка, что независимо от кризисов, от всяких ситуаций в стране, чтобы поддерживали многодетные семьи, чтобы размер зарплаты не был ниже прожиточного уровня. Все мы знаем, что вот именно сейчас то, что вот поддержка многодетных семей, это очень важно. Поэтому как мама, как бабушка, как руководитель вот именно регионального отделения «Матери России» для меня очень важна вот это вот. Я считаю, если социально человек защищен, то он, наверное, он и спокоен, он верит в завтрашнее будущее. Впрочем, каждый, кто хоть как-то знаком с поправками, уже выделил для себя статьи потезисно. Это поправка Конституции, которая 72, она носит характер, это доступность медицины, также и оздоровление медицины. Сегодня в Конституции не было такой поправки, и это очень важная поправка, так как она носит, уже будет носить закрепленный характер, и уже будет медицина для нашей страны и в нашей республике, для наших граждан доступной. То есть, таким образом, все эти новшества, которые в принципе уже действуют, станут требованиями Конституции. И они не будут зависеть лишь от воли властей, а надолго останутся стержнем государственной политики. Ведь, как говорит сам президент, социальная справедливость была главным ориентиром при разработке поправок в Конституцию. Зелимхан Калоев, Магомед Дидигов, Новости 24. Голосование по поправкам в Конституцию стартует 25 июня и будет проходить 7 дней. До 30 июня избирательные участки будут открыты по 4 часа в день, а 1 июля с 8 утра до 20 часов. В связи с пандемией будут соблюдены все меры безопасности и гигиены. На участках установят температурный контроль. В течение дня они будут обрабатываться специальными растворами. Тема поправок обсуждается в стране уже несколько месяцев. А вот какие изменения предлагается внести в Конституцию, расскажет Хава Гагиева. Поддержка волонтеров, доступная и качественная медицинская помощь, условия для гармоничного развития ребенка и многое другое. 206 изменений и столько же новых шагов комфортной жизни. До общероссийского голосования по поправкам в Конституцию осталось 2 недели. Время сделать свой выбор. Поэтому на первом плане сегодня ставится вопрос именно вот материальное положение наших граждан. Обеспеченность трудоустройством их, трудовым законодательством. Внесение поправок, значит, в прямое трудовое законодательство и правопорядка сегодняшнего настоящего положения. Закрепить законом все права и обязанности нашего трудового населения. Очень большое значение имеет пенсионный фонд сегодня. Обеспеченность людей пенсионным обеспечением. Есть
такие люди, которые имеют низменное обеспечение пенсиями, которые не соответствуют в настоящее время прожиточному даже минимуму. Поэтому очень важно, что президент Российской Федерации сам обсудил эти вопросы и поставил перед народом. О социальных поправках президент Владимир Путин говорит как о нормах прямого действия, которые должны работать на годы вперед. С его мнением полностью согласен и Ахмед Келигов. Он поддерживает пенсионную поправку, а именно индексацию, которая будет осуществляться не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом. Это очень важно, так как я сам пенсионер. Мне это каждый раз, когда добавляют пенсию, все, наверное, рады, как и я. Нам это очень нравится. Конституция 1993 года верна, однако современный мир динамичен, а значит и основной закон требует изменений, которые предлагали мы, народ, спортсмены, деятели культуры, депутаты. К примеру, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова предложила свою поправку об обнулении президентских сроков. Тут, считаю, надо дать шанс нашему сегодняшнему лидеру быть избранным на новый срок. Мы провели определенную работу по вопросу агитации проведения, чтобы люди пришли, проголосовали за референдум. Люди поддерживают в основном 80-90%. Голосование будет проходить на протяжении недели. Это сделали для того, чтобы не допускать скопления людей на участках. К слову, Лида Евкурова еще не определилась, в какой день пойдет голосовать, но самое важное для себя давно уже отметила. Социальная гарантия, уверенность в будущее для наших детей, для подрастающего поколения. Чтобы любой доход был не ниже прожиточного минимума. Чтобы было качественное образование. Чтобы народ всегда верил, доверял власти и верил в то, что вот эти поправки нам принесут пользу и благо. В общем, голосование совсем скоро, поэтому важно знать не только содержание поправок, но и процедуры, которые будут сопровождать весь процесс, чтобы каждый понимал, что это безопасно для здоровья. Ну и важно помнить о том, что правильно сделанный выбор сейчас – это успешное будущее завтра. Хава Гагиева, Магомед Белакиев, Новости 24. Резус-фактор и группа крови значения не имеют, востребованы все 4. Сегодня героям стать легко, нужно просто прийти в станцию переливания крови и поделиться частью себя. Такая помощь и поддержка весьма актуальна, особенно в период пандемии, из-за которой в регионе несколько дней наблюдался дефицит донорской крови. Но сейчас ситуация нормализуется. Неравнодушные жители региона откликнулись на призывы медиков. О добром деле, доступном каждому, сюжет Даны Плиевой. Призыв врачей о нехватке крови в связи с карантином на Назрановской станции переливания услышали многие. Жители региона охотно отдают 450 мл бесценной жидкости. Откликнулись на просьбу и сотрудники различных муниципалитетов региона. Так, Хеди Алхастова со своими коллегами из Назрановской администрации решилась принять участие в благородном деле. Может быть, наша кровь спасет чью-то жизнь. Мы очень на это надеемся, что поможем. Я, правда, первый раз даю, немножко страшновато. Но думаю, что и в последующем дальше будут давать. Поделиться своей кровью решили сотрудники Сунжской районной администрации. Но перед сдачей потенциальному донору необходимо подготовиться. После прихода на станцию участники должны пройти предварительное лабораторное обследование и консультацию врача. А перед этим спать не менее 7 часов. Утром натощак можно выпить чай с конфетами или печеньями. Есть жирное, острое и калорийное запрещено. Гречку можно на воде, оладик, если он там без масла, без сгущенки, сметана. Но так обычно не бывает. Обычно с чем-то. Кровь нельзя сдавать, если после серьезной операции не прошло полгода, при хронических заболеваниях, или если после лечения или операции на зубы не прошло и 10 дней. Вес человека, сдающего кровь, должен быть не меньше 50 килограмм, а возраст не младше 18 лет. Но несмотря на такие ограничения, желающих помочь немало, что не может не радовать врачей. Сейчас в приоритете практически все группы крови. За прошлую неделю была острая необходимость во всех отрицательных группах. Сейчас такой острой необходимости у нас не стоит, но по всем группам нам нужна кровь разных групп. То есть и первая положительная, и вторая положительная, и отрицательная группа в том числе. Как раз одна из перечисленного списка группа, вторая положительная, и у Микаила Султыгова. Кровь сдает уже 5-й или 6-й раз. Донором решил стать после того, как отец попал в больницу. Год назад примерно я начал сдавать кровь. Родственник
отец мой заболел, мы лежали в больнице, онкодиспансере. И я видел, как там привозят кровь, и то, что ее не хватает. И я приехал сюда, сдал кровь для своего отца. И мне это понравилось, я начал каждые 2 месяца сюда ходить. После сдачи крови донору вручают вот такие вот значки с обозначением его вида крови. Дарят их волонтеры молодежки ОНФ. Параллельно организаторы акции пришли сдать кровь. Хотел призвать всех наших жителей, чтобы они проявляли активность, становились донорами, потому что любой человек может оказаться в той ситуации, будет нуждаться в донорской крови. Кровь – это сложная биологическая ткань, которую невозможно создать ни в одной лаборатории мира. Дать ее может только донор. Но возникает вопрос, может ли стать донором тот, кто переболел коронавирусом? В период пандемии этот вопрос на устах у многих. Если человек все-таки перенес это заболевание, если произошла только легкая степень заболевания, то он может прийти и сдать кровь спустя месяц. Если же заболевание перешло в более тяжелую форму, было с осложнением, с пневмонией, то такой донор может прийти и сдать только через полгода. Более того, перед тем, как использовать полученную от донора кровь по назначению, ее, как правило, проверяют на наличие вирусов и заболеваний. Определяют группу резус-фактор. Затем помещают в специальную морозильную камеру на полгода до повторных анализов. И только потом вливают больному. Чем больше людей начнут сдавать кровь, тем выше гарантия, что в критический момент родным нуждающегося не придется самим заниматься поиском срочно понадобившейся редкой группы крови. Дана Плиева, Асхабила, Киев. Новости 24. Республиканские власти намерены в этом году открыть свыше 30 социально значимых объектов. Это 15 детских садов, 11 школ, 3 учреждения здравоохранения, 1 спорткомплекс, объекты водоснабжения, благоустройства и социальной поддержки. Кроме этого, в рамках реализации нацпроекта в текущем году начато возведение еще десятка образовательных учреждений в различных населенных пунктах. Минстроем Ингушетии заключены 10 соглашений о предоставлении республике субсидий из федерального бюджета на строительство в общей сложности 44 объектов по 5 госпрограммам России на общую сумму 5 миллиардов 900 миллионов рублей. В регионе устраняют последствия непогоды. Стихия прошлась по республике 3 июня. Тогда пострадали соцучреждения и жилые дома. В Сунжинском районе ураган повредил кровли десятков подворий и соцобъектов. Шквалистый ветер с ливнем и градом оставил без крыши ряд торговых объектов, повалил деревья и повредил линии электропередач. А в Гамурзиевском административном округе Назрани ущерб нанесен спортзалу 13-й школы. О восстановительных работах сюжет Светланы Томовой. Выбитые витражи, разбитые окна, затопленные залы. Такую картину можно увидеть в 13-й Гамурзиевской школе. Стихия была безжалостна. Радует одно – никто от последствий града и шквалистого ветра не пострадал. Эту школу сдали в эксплуатацию только 2 года назад. По словам директора, ранее никакие ветры и дожди не наносили им такого масштабного ущерба. Даже система видеонаблюдения вышла из строя. Были разбиты окна. Вся эта вода дождевая просачивалась через закрытые окна и вентиляцию. Были повреждены все козырьки с улицы. На первом этаже частично были затоплены коридоры. Подвесные потолки у нас провалились. Полностью из строя вышло видеонаблюдение. Во дворе собрались родители, чьи дети учатся в этой школе. Пришли узнать, когда начнется ремонт и успеют ли они до начала учебного года. Ашат Костоева переживает, пожалуй, больше остальных, ведь здесь у нее учатся 5 детей, а спорт, по ее мнению, играет ключевую роль в жизни ее сыновей. Я переживаю, потому что у нее будет отсутствовать спортивный урок, это физкультура. Я еще хотела узнать, на какой стадии у нас идет работа. Я сегодня как раз пришла посмотреть, что к чему. Когда вот это все увидела, я так переживаю, потому что если вот этот случай, если был бы, когда во время вот это занятие, это вообще было бы страшно для детей. Рабочих подрядная организация, которая строила школу, уже прислали. Пока они заняты тем, что освобождают спортзалы от разбитых окон и витражей. Мы связались по телефону с генеральным директором строительной фирмы. Он утверждает, что такая ошибка произошла по вине проектировщика. Они же, в свою очередь, все строили по генеральному плану. До 1 сентября куди шнях азебол хабиян.
Я буду говорить, просто комиссия задача, сами бегаем, а уже мы начали бы давно. Так вопрос, я даже куда-то, если мы за 3 месяца, за 4 месяца не полных построили школу, как мы не можем за 2 месяца это сделать. Все же, как отмечает подрядчик, выход из сложившейся ситуации необходимо найти, чтобы к 1 сентября дети смогли в полной мере заниматься спортом и посещать все занятия. Светлана Томова, Майрбек Миржоев. Новости 24. Тысячи верующих мусульман Ингушетии завтра встанут на пятничный намаз. Благословенный азан вновь соберет жителей на коллективную молитву. Двери мечети были закрыты более чем 2 месяца, а проповедь можно было послушать исключительно онлайн. Центральная мечеть города Назрань уже готова принимать молящихся. Помещение полностью обработано дезинфицирующими средствами как снаружи, так и внутри. Волонтеры разделили помещение специальными лентами, учитывая, что COVID-19 активно передается в непосредственном контакте. Дистанцирование более чем в метр позволит молящимся соблюдать безопасное расстояние, а индивидуальные средства, предоставленные правительством, минимизируют заражение. ماجدي حبيح كشيك إزيك حيخم لوات صعبة نخسر عمقو بولت شن قاب يارس كادينا سامبيت تبي بول ده حبوي دعوه در حقوش تدبين. Издан указ главы Республики Ингушетия о первом этапе снятия ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Одним из направлений, одним из поручений по этому указу у нас является открытие мечетей. Первую молитву джума мы проведем уже в ближайшую пятницу. Мы не ограничиваем людей в том, чтобы они туда приходили по количеству, но во всех мечетях необходимо соблюсти все меры безопасности. То есть мы делаем разметку, мы кладем продезинфицированные салфетки на места, куда люди будут совершать места земного поклона. Сейчас эта работа, она ведется у нас по всей республике, у нас мечетей много. Мы выделили маски, которые мы будем распределять по этим мечетям. На всех входах у нас будут стоять маски, на всех входах у нас есть антисептики. Эта работа у нас будет идти до пятницы. И ближайшие 2-3 пятницы все эти меры они у нас должны соблюдаться. В дальнейшем уже ситуация и дальнейшие этапы выхода из ограничительных мер уже покажут, как мы можем менять эти условия, но пока оно все остается вот так. Россияне, работающие 1 июля в день голосования по поправкам Конституции, получат повышенную оплату труда, остальные – обычную оплату за рабочий день. Об этом сообщила глава Социального комитета Совета Федерации Инна Светенко. По ее словам, порядок оплаты труда в выходные и нерабочие дни регламентируется статьей 153 Трудового кодекса. Ее особенности связаны с тем, какая система оплаты труда установлена для работников. Изначально голосование должно было пройти 22 апреля. Но было перенесено из-за эпидемиологической ситуации на 1 июля президентом страны. Завтра мы будем отмечать День России. Акции, посвященные одному из главных праздников, уже проходят в городах и сельских поселениях региона. Всероссийский марафон одним из первых поддержал Назрановский район. «Испеки пирог, скажи спасибо» – флешмоб со сладким завершением. Расскажет о нем Хава Гагиева. Назрановский муниципальный район решил поддержать эту акцию, и сегодня мы будем печь торт. Не один, а целых 2. С отличным настроением и с искренней любовью Рима Курскиева приступает чуть ли не к ответственному делу. Сейчас она готовит торт не для своей семьи или гостей, а для тех, кто уже не 1 месяц трудится в усиленном режиме и держит оборону против опасной инфекции коронавируса. Как признается сама актриса, в приготовлении этого лакомства, так же, как и на передовой, самое главное – терпение и точность. Наш торт готов. Остался последний штрих. «Испеки пирог, скажи спасибо». Акция под таким говорящим названием в преддверии Дня России проходит по всей стране. Назрановский муниципальный район в числе первых нашей республики присоединился к ней, подхватив этот добрый жест в качестве поддержки и благодарности врачам. Естественно, я думала о тех людях, кому я его подарю, потому что у меня и родственников, и знакомых, и подруг много среди врачей, поэтому я знаю, как они работают на скорой, и это работает в эпицентре, и это
такой труд адский. Они не спят, они, естественно, болеют сами, у них дети дома маленькие. И несмотря на все это, они приходят, работают, это самопожертвование. Действительно, это герои нашего времени. Корзина с фруктами, торты и соки. Сладкое спасибо сегодня прозвучало не раз. Руководство Назранского района выражает свою признательность этим людям за их самоотверженный труд, за их верность в выбранной профессии, что несмотря на такой сложный период, несмотря на такие непростые условия, с которыми они столкнулись, они самоотверженно продолжают работать на страже здоровья нашего населения. А вот и ответственный момент передачи главного атрибута этой акции – торта махровый, любимого всеми сладкоежками и не только. Огромное вам спасибо, низкий поклон. Сегодня, не кривя душой, я могу сказать, что вы – это герои нашего времени, потому что именно сейчас от вас зависит все. 75 долгих дней и бессонных ночей и 2438 пациентов в Ингушетии. Благодаря мужеству этих героев в белых халатах была спасена не одна жизнь. Именно поэтому помочь врачам, которые борются с коварной инфекцией, делом или словом – святая обязанность каждого. Зарема Муталиева в медицине не первый год, однако с такой сложной ситуацией сталкивается впервые. Первый удар прошел на эту больницу, и действительно было это тяжело, как будто бы военный госпиталь. И вот если бы сейчас мне сказали, вам придется еще раз пережить то, что вы увидели, вот эту тяжесть, я не знаю, смогла ли бы я морально это еще раз пережить. Эта акция – призыв к доброму делу. Такие сладкие подарки, сделанные с душой и наполненные теплыми пожеланиями, порадуют любого. Чтобы присоединиться к всероссийской акции, многого не нужно. Для начала испечь вот такой торт или пирог своими руками. Затем разместить триколоровский флажок посерединке, а уже после опубликовать всю эту красоту в социальных сетях вместе с хэштегами «Спасибо врачам» и «Мы вместе». Хава Гагиева, Асхаб Белакиев, Новости 24. Сегодня Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам. Дата утверждена международным сообществом совместно с комиссией Евросоюза в целях предупреждения аварийности. Именно ЖД-переезды считаются наиболее опасными участками, при авариях на которых тяжесть последствий особенно велика. О том, как подготовились к этой дате в Ингушетии, наш следующий материал. Железнодорожные переезды – это места пересечения железных и автомобильных дорог. По традиции, в эту дату железнодорожники выходят на самые опасные переезды и напоминают о правилах безопасности. Не осталась в стороне и наша республика. Внимание, переезд! Акция под таким названием прошла в Назране. Сегодня мы с вами реально увидели, из-за нашего количества сотрудников, водители постарались соблюсти правила дорожного движения, но при этом после проезда тепловоза, так скажем, состава, некоторые водители поспешили проехать данный перекресток под запрещающий стоп-сигнал знака. С данными водителями была проведена соответствующая работа с правоохранительными органами. С нашей стороны мы раздали раздаточный материал, привлекая их внимание к данным переездам. Автоматическая переездная сигнализация срабатывает заблаговременно, приблизительно за 600 метров до момента приближения поезда. Этот светофор невозможно перепутать с другим, поскольку он отличается как визуально, так и функционально. Светодиодные головки красного цвета работают в мигающем режиме. Их хорошо видно издалека как в дневное, так и ночное время суток. Все это дополняется насыщенной звуковой сигнализацией. Ну а дальше уже срабатывает человеческий фактор и то, насколько дисциплинированы автомобилисты. Если камеры были бы, стояли бы камеры, сфиксировалось нарушение, и автоматически они второй раз уже не нарушали бы. Есть аккуратные водители, останавливаются, сразу же срабатывает сигнализация, останавливаются. И за ними шлейф машин сразу останавливается. А есть, которые недобросовестно проскакивают, и за ними обратно шлейф тянется машин, не останавливается. Во избежание трагедий, связанных с преодолением таких участков, необходимо уметь правильно переезжать железную дорогу, не создавая опасных ситуаций и, самое главное, проявлять взаимоуважение ко всем участникам дорожного движения, к чему ежедневно и неустанно призывают сотрудники госавтоинспекции. Конечно же, сегодня мы видим картину, что наши водители все были законопослушными, но бывает среди них водитель, который, к сожалению, нарушает правила дорожного движения, выезжает на железнодорожные пути, и, к сожалению, бывает помеха для наших поездов, которые проходят мимо нашей республики. Поэтому хотелось, чтобы мы соблюдали правила дорожного движения, берегли себя и окружающих.
Напомним, что движение через железнодорожные пути регламентируется разделом 15 правил дорожного движения Российской Федерации. Пересечение железнодорожного пути вне железнодорожного переезда, выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, а также остановка или стоянка на данном участке влекут за собой наказание в виде административного штрафа в денежном эквиваленте, либо лишение водительских прав от 3 до 6 месяцев и на год при повторном совершении данного нарушения. И сегодняшняя дата – это хорошее профилактическое мероприятие как аварийных ситуаций, так и непредвиденных штрафов. Будьте внимательны на дорогах, берегите себя и своих близких. Элиза Барахоева, Магомед Доскиев, Новости 24. Внимание! Штормовое предупреждение. МЧС сообщает, до конца суток 11 июня и в течение завтрашнего дня в Ингушетии местами ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 25 метров в секунду. И на этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале.